To be or not to be? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles, and by opposing them, to die. Смотря им в глаза, я всегда задавалась вопросом, что их ждет. Потому что я понимала, что вот эта борьба, вот это гонение, вот это бесконечное желание насытиться хлебом, да, оно чревато, оно рано или поздно приведет к очень плачевным результатам. Я это понимала, и так как я человек пишущий, и к тому же чрезмерно эмоциональный, кроме слез, у меня просто не хватало никаких ресурсов. Саида Гакашева, здесь стоящая прима этого театра, она является моей ученицей, бывшей ученицей. И я сегодня думала, я буду гордиться Саидой только, правда, и теми девочками, которые были у меня на презентации. Остальных молодых я не знала. И вот это ваше выражение «красота спасет мир», я вот сказала товарищу рядом сидящему, я сказала, это мои слова, я хотела с этим выйти, понимаете? Мои дорогие, я хочу сказать вам огромное спасибо. Ну а Есенин, мой любимый Есенин, когда вы только вышли, молодой человек, я поняла, что вы будете читать именно его. Любимая, я мучила вас. У вас была тоска, в глазах усталость, что я пред вами на показ себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что я в сплошном дыму, развороченном бурей быть, из того и мучаюсь, что не пойму. Куда несет нас рок событий? Pardonnez-moi ces caprices d'enfant. Pardonnez-moi, reviens-moi comme avant. Je t'aimais trop et je ne peux pas vivre sans toi. C'était le temps de je t'aime. Когда вот с Аминой мы обсуждали эту идею, я думал не о сегодняшнем даже дне. Когда, устав разговаривать с мертвыми лицами, и когда я понял, что бессмысленно задумываться о перестройке на кладбище, я пришел к этим молодым ребятам и сказал, давайте формировать будущее нашего народа. И я сегодня смотрю не на завтра, не на после, я смотрю на 20 лет вперед, какими они будут через 20 лет. Именно тот возраст, когда они войдут в взрослую жизнь и будут представлять лицо нашего народа с Божьим этим. Я благодарен вам, что вы сегодня пришли и поддержали наш первый шаг. Я верю в этих ребят. Во-первых, верю в их, потому что они честные ребята. И они любят свое дело. Когда я предложил, например, стихи Тугужева, да, ребята, давайте. Мне очень хотелось посмотреть, как наш Асланбек звучит. Я хочу, мечтаю об этом, звучит в устах этих ребят. Они долго-долго пытались, потом, когда честно говорю, учитель, мы еще не готовы. Вот эта честность мне в них нравится. Потому что с самого начала было решено. На сцену будут выходить те, кто готовы. И будут выходить самым лучшим, что есть на данный момент. А сегодня просто я им дал волю, свободу дал. Пусть каждый из них подготовит к сегодняшнему дню первое представление. То, что ему по душе. И то, что вы увидели, это то, что у них на душе. Ну а вам одно я скажу. Через 20 лет меня не будет, многих не будет, такова жизнь. Но вы всегда должны помнить, что вы первый шаг сделали именно здесь, сегодня. По дороге, которая ведет наш народ к лучшему миру. Уверяю вас, она единственная дорога. Дорога, которая лежит через высокое искусство, через доброе слово. Это ж страну создают поэты. Никогда это не забывайте. Шудан Ахтубу, и будьте всегда такими красивыми. Друг мой,
Я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ли как ручью сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ноги маячить больше не вмочь. Черный человек, черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь. Черный человек водит пальцем по мерзкой книге и гнусави надо мной, как над усопшим монах, читает мне жизнь какого-то прохвоста из-за булдыги, нагоняя на душу тоску и страх. Черный человек, черный. Слушай, бормочет он мне. В книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных времен и великанов. В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели завозят веселые прятки. Был человек тот авантюрист, но самой высокой и лучшей марки. Был он изящен, к тому же поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силою, и какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою. Счастье, говорил он, есть ловкость ума и рук. Все неловкие души за несчастных всегда известно. Это ничего, что много мук приносит изломанные и лживые жесты. В грозы, в бури, в житейскую стынь, при тяжелых утратах, и когда тебе грустно казаться улыбчивым и простым, самое высшее в мире искусство. Черный человек, ты не смеешь этого, ты ведь не на службе живешь водолазовой, что мне до жизни скандального поэта, пожалуйста, другим читай и рассказывай. Черный человек глядит на меня в упор, и глаза покрываются голубой блевотой, словно хочет сказать мне, что я жулик и вор, так бесстыдно и нагло обокравший кого-то. Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ли как ручью сентябрь осыпает мозги алкоголь. Ночь морозная, тихо покой перекрестка. Я один у окошка, ни гостя, ни друга, ничто. Вся равнина покрыта сыпучей и мягкой звездкой, и деревья, как всадники, съехались в нашем саду. Где-то плачет ночная зловещая птица, деревянные всадники стеют копыты в истук. Вот опять, это черный на кресло мое садится, приподняв свой цилиндр и откинув небрежный сюртук. Слушай, хрипит он, смотря мне в лицо, сам все ближе и ближе клонится. Я не видел, чтоб кто-нибудь из подлецов так ненужно и глупо страдал бессонницей. Ах, положим, ошибся, ведь нынче луна. Что же нужно еще напоенному дремой Америке? Может, с толстыми ляжками тайно придет она, и ты будешь читать свою дохлую, тонную лирику. Ах, люблю я поэтов, забавный народ. В них всегда нахожу
взрослым, к тому же поэт, хоть и большой, но ухватистой силою, и какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою. Черный человек, ты прескверный гость, это слово давно про тебя разносится. Я вспешен, разделен, и летит моя трость прямо к морде его, в переносицу. Месяц умер, синеет в окошко рассвет. Ах ты, ночь, что ты, ночь, наковеркала? Я в цилиндре стою, никого со мной нет. Я один и разбитое зеркало.